В эфире БСТ, передача «Интервью», студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Итак, с 7 по 17 сентября 2025 года в Башкортостане состоится третий международный геологический чемпионат «Геовызов». В республику приезжают будущие геологи, чтобы побороться за звание лучших. Одни из первых приехали гости из солнечного Узбекистана. И как раз-таки Владислав Астанин у нас в студии. Он как раз представитель команды Учкудук. Учкудук. Да. Добрый день. Добрый день. Владислав, вы уже не в первый раз приезжаете на Геовызов. С каким настроем приехали? Побеждать, конечно же. И самое важное, наверное, получить, опять же, большой опыт. Угу. Сколько представителей вашей команды входит в состав? 6 участников. Каждый участник должен как минимум принять 2 дисциплины или же 4. Не больше этого. То есть на 6 человек каждый отвечает за свое направление. Угу. Вы говорите, второй раз уже приезжаете на эти соревнования. Как в прошлом году вы выступили? Каких результатов добились? В прошлом году мы в общем зачете среди всех команд, среди 29 команд мы заняли 6-е место. Среди международных мы заняли 1-е. То есть вы являетесь, по сути, фаворитами наших? Фаворитами, да. То есть 1-е место Гран-при заняли Горный Петербург, а мы 1-е заняли международным зачете. А с кем тяжелее всего было соревноваться, по вашему мнению? С самим собой. Самим собой? Ну, да. Из команд, конечно же, нам не давали, так как вам сказать... Наступали на пятки? Да, наступали на пятки. Это были Горные, это был с Москвы МГУ и, конечно же, много разных тех, кто хотел и победить, и забрать, но мы старались идти вперед. Как бы, несмотря ни на что, нам надо было показать себя, так как это для нас первый выезд был. И если бы мы не показали себя, то я считаю, что без результата уезжать домой нам нельзя было. Как готовились? Что делали? На что акцент ставили? Да, если рассказать вкратце, у нас было 2 месяца подготовки, то есть очень короткие сроки. Мы пытались за 2 этих месяца получить максимально знаний, которых мы почти не знали, так как это новые дисциплины, в которых мы совсем... Мы знали что-то о геологии, но что-то именно определенно о данных направлениях мы особо сильно не знали. То есть мы все заново изучали, все эти моменты, аспекты, нюансы, все это учли, поработали над собой. У нас были прекрасные наши руководители, которые... интересно хотелось бы узнать, а кто вам помогал? Да, нам помогал узбек-геолога разведка, конечно же, узбек-геофизика. Один из представителей это был Улугбек Рахмонов и зав нашей кафедры Муалеев Маруф. То есть они стояли прямо сверху. Иной раз в шутку, но говорили, возьмем тростинку и вам, если что, дадим, вы давайте больше готовьтесь. Чтобы лучше запомнили, Чтобы лучше запомнили, да. А уже представление имеете, с чем вам придется столкнуться на в этом году? Да. Да. Ребята, они все заново, и так что они еще не представляют, что будет, но мы их к этому готовили. Вот конкретно вас что ожидает в этом году? В этом году у меня нефтегаз, это направление, кристаллография, отбор шлиха, то есть промывка, а потом анализ, минанализ, минералогический анализ. И полевая стоянка, так как у нас 4 мальчика, 2 девочки, мы не можем, чтобы девочки участвовали. Ну, может быть, немножко опоздает, а нам нужно ставить, там есть условия, мы за минуту должны собрать. На время, то есть, да? Да. В прошлом году мы поставили рекорд 35 секунд. Ух ты, ничего себе. В этом году, наверное, будете пробовать его побить. Да, условия такие были. А вы сами по образованию геолог, насколько я понимаю? Да, у меня факультет геология нефти и газа, то есть я нефтяник больше. Насколько актуально для людей вашей профессии, не только заниматься своим делом, но еще и выезжать, показывать, доказывать миру, так скажем? Я считаю, что это очень актуально, так как сейчас мир перестраивается, и мы должны идти в ногу с этим развитием. И за это нужны такие чемпионаты, чтобы люди развивались и понимали, насколько это масштабно на самом деле. Так как если мы будем только в городе, не будет никакой конкуренции и никаких подвижек в этой части, то мы, наверное, так и будем как бы сидеть в одном месте и не двигаться. А здесь мы создаем такие условия, то есть создают те, кто придумал данный чемпионат, создают условия, где нам приходится соревноваться и доказывать не только им, но и себе, что мы можем
достичь хороших результатов. Скажите, пожалуйста, а работодатели вот на таких соревнованиях Участвуют, да. Участвуют? Да, в Таратау был, после концерта был день карьеры, ну, у нас это так называется. То есть мы приходили, там были представители, которые предлагали устроиться, это Башмедь, Башнефть, то есть они были все, они представляли свои компании и непосредственно подписывали даже какой-то договор о сотрудничестве на летний период. Ничего себе. Это, Да, то есть мы можем приехать, если их устроит, мы могли бы туда приехать. Если, тут есть возможность, если ты хорошо выступишь, тебя еще и... Нет, если вы летом подписываете контракт, и вы следующим летом можете пройти здесь практику. То есть для нас это перспектива. А если вы победите и выиграете гран-при, условия такие, что 2 недели стажировки здесь. Ну, тоже приемлемо, Да, да? тоже приемлемо. Очень приятно. Вот участников ждут 12 учебно-соревновательных этапов. Что это за этапы такие? Этапы это как раз-таки мы начинаем минералогия, петрография, палеонтология, кристаллография, нефтегаз, геохимия, гидрология, поверхностные воды, не подземные, именно, то есть сколько литров в минуту или в секунду протекает в данной реке. А потом шлих тот же, то есть это именно на месторождение рассчитано, то есть если есть какая-то россыпь, идя тому, кратко объясню, как бы идя у берега где-то, мы, промыв шлих, сделаем какой-то анализ и найдем что-то в виде золота или еще чего-то, мы можем судить, что там что-то есть. Это было раньше, сейчас уже более современные методы, но они используются до сих пор. Вот одни из. Также полевая стоянка, это тоже входит в данные дисциплины. И вот на этом все. Коллеги, как у вас на работе отреагировали на то, что вот вы едете? Это такой международный вызов. Поддержали? Да. Будут смотреть, болеть, переживать? Да, все будут болеть и переживать, конечно, желать всего самого наилучшего, потому что без данной поддержки мы не участвуем. В прошлом году, например, меня лично и нашу команду поздравил наш профессор Маматхан Садирович. Он именно отправил голосовое в Телеграме, поздравил. То есть нас это подбодрило и дает силы. Конечно же, мы рады, когда вы приезжаете домой не с пустыми руками, а с каким-то теплом, который, взяв у вас, передаем им этот лучик. И, конечно же, все рады, они тоже. Владислав, скажите, пожалуйста, ну, это не только, наверное, и соревнования, это еще, в первую очередь, и общение, обмен опытом с коллегами, какие-то знакомства. Да, безусловно, знакомства. С прошлого года, если взять, я очень обрел много знакомых по всему миру. Мы поддерживаем связь, общаемся, это... Что-то теплое, понимаете, когда вы там, как бы у себя на родине, у вас определенный круг людей. Здесь совершенно все с разных стран и миров, у всех свой кругообзор, и вы с ними разговариваете, опять же, узнаете много интересного, и вас это тоже развивает. Ну и наверняка уже были такие случаи, когда нужна была какая-то подсказка, да, из тех коллег, которые тоже участвуют в этих соревнованиях, которые вам... Вот была проблема, например, по кристаллографии, и я чего-то недопонимал, то есть я написал знакомым, которые в Петербурге, могут ли они мне помочь. Они, конечно, помогли, скинули лекции, где-то, безусловно, там, голосовыми сообщениями, роликами, где-то, может быть, пальцами что-то показали. Но вот для этого и существует этот чемпионат, как я считаю, что он дружно соединяет очень большое количество молодежи именно, и нас это радует. Мы уезжаем отсюда не только как участники, но и как коллеги будущие, и как друзья, конечно. Взамен не попросили сделать немножко им, так сказать, подыграть им, так сказать. Подыграть? Да нет, я их приглашал в солнечный наш Ташкент, говорил, если хотите, приезжайте, взамен могу вас как бы... Как думаете, кто в этом году составит главную вам конкуренцию? Другие-то команды тоже готовились, наверняка, да. Не только вы. Да, все готовятся к этому. Все будут в этом году прекрасно участвовать. Я думаю, все покажут свои лучшие качества. Так что все команды будут хороши. Расскажите о своем самом большом достижении на пути подготовки к соревнованиям. Наверное, дисциплина. Это все, что есть. То есть стали более дисциплинированы, относимся более серьезнее к тем предметам, которые нам задают. И я для себя открыл кристаллографию.
это одно из достижений. Какие-то новые возможности, возможно, вам открылись благодаря участию вот в таких состязаниях? Да, конечно, я стал много изучать разных методик, так сказать, много новых тем, о которых я раньше и не задумывался, конечно, но сейчас много интересного. И это дает толчок очень сильный, чтобы призадуматься о том, как можно много вещей изменить. А в рамках вот этих мероприятий запланированы у вас, возможно, выезды куда-то на наши крупные объекты? Да, я на самом деле о них не знаю, так как это у нас какой-то такой, вот как вам сказать, мы еще не знаем сами, но экскурсии будут. Экскурсии будут, сказали, что будут одни из хороших. Очень А в том году, когда вы приезжали, вы не посещали у нас? Вот, посещали мы, да, мы там были, мы были также в концерт-холле, то есть в Таратау были, и ездили на, если точнее быть, это был, я не помню именно район, как там он назывался, потому что тяжело было запомнить название. Но в целом мы были в очень многих местах, где... Нет, я имею в виду на гору Таратау, на нашей. Да, ездили. Мы на нее и поднимались, мы с нее и спускались. То есть все это было. И ребята потом ушли на маршрут на данной точке, они уже после пошли на маршрут. Хотелось бы узнать, насколько участие вот в конкурсе повлияло на ваши планы относительно будущего образования, так скажем, или карьеры. Ну, дает большой стимул, чтобы уйти, наверное, в науку. То есть понимать и передавать этот опыт, который мы получаем здесь, будущему поколению. Год прошел с момента прошлогодних соревнований, так скажем. По Уфе успели погулять? Да, конечно. Что-то изменилось в лучшую, в худшую сторону? Вот замечания есть какие-то? Да, и изменяется только в лучшую. Что в прошлом году... Для нас это же новый город, мы здесь и не были особо. То есть в прошлом году мы были в первый раз, мы очень много ходили пешком, так как мы геологи. Мы не любим разъезжать. Ну, очень много мечетей, церквей. То есть в центре города где-то до сих пор присутствуют старые постройки в виде изб каких-то определенных. Здесь же сразу есть новый строй, то есть новостройки. То есть все достаточно так скоординировано, но при этом вы можете увидеть во время прогулки много интересного. Отлично. Но это заслуга полностью руководства нашего региона. Да, ну что ж, Владислав, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, что у нас в гостях был Владислав Астанин, это представитель команды из солнечного Узбекистана. Я с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.